Друзья, решил более подробно ответить на комментарии, которые появились, активные комментарии, очень много их, по поводу моего последнего видео про имама Шамиля, бывшего имама Чечни. Давайте более детально и подробно я постараюсь вам рассказать, как, что там было. Итак, родился имам, тогда еще просто Шамиль, в 1797 году, селение Гимры, народность аварец, семья из знатного рода по местным меркам, среднего достатка. С детства обучался исламу, арабскому языку, грамматике, фикху. В 1859 году Шамиль после 25 лет сдался в аварском ауле Гуниб царской России. Сдался он Александру Борятинскому, главнокомандующему Кавказской армии и наместнику Кавказа на тот момент. То есть передал все полномочия своего имамства русскому генералу. Он не был ранен, не был обманно как-то пленен. Добровольно, перейдя в аварское село, в свое родное село, и оттуда преспокойно пошел в плен. Когда он сдавался в плен, были дагестанские российские солдаты, которые, видимо, должны были гарантировать его безопасность, что нас наталкивает на то, что, скорее всего, он был, гарантии были, межгосударственные гарантии от Турции получены. Об этом мы еще поговорим. Вместе с ним в почетный, если это можно назвать почетным пленом, если плен вообще можно назвать почетным, ну, видимо, кому-то нравятся почетные плены. А вместе с ним ушли его жены, дети, в том числе сын Газимагомед, ближайшие слуги и охрана, и повозка с имуществом, золотом, драгоценностями, оружиями, подарками, собранными за годы войны, в том числе от турецкого султана и персидских разных вельмож. Также все то, что он намародерничал у чеченских народов. В 1859-1868 году, то есть почти 10 лет, чуть более 9 лет, с комфортом, почетом проживал в Калуге. Шамиля поселили в Калуге, там он, и после этого его уже можно перестать называть Шамилем имамом Чечни, а можно называть его имамом калужским. Поселили в Калуге, там он жил в двухэтажном доме, представленном русскими, имел прислугу, охрану, повара, экипажи, жалования от царя, принимал офицеров русских чиновников, русских священников, присутствовал на государственно-религиозных русских торжествах, Рождество, Пасха, парады, не выражал протеста и вел себя подчеркнуто лояльно. Представьте себе, не называл их кафирами. Для империи это была политическая демонстрация. Вождь Газават, а теперь мирный подданный русского царя. В 1868 году по 1869 временно переселился в Киев наш Шамиль Калужский. Киев прибыл как промежуточный этап перед отправкой в Турцию. Целью Шамиля якобы был хадж, паломничество в Мекку. Переезд в Киев стал логистическим и политическим этапом подготовки. Ближе к границе к Османской империи, с возможностью упрощенного выезда через юг, Одесса, Стамбул, в условиях меньшего надзора. После почти 10 лет в Калуге в 1868 году Шамиля, по его просьбе, как я уже сказал, перевели в Киев. Он много писем писал царю, но царь не хотел отпускать, потому что очень люб и дорог был Шамиль ему. Его семья продолжала жить при обеспечении российской казне в Киеве. Он не занимался никакой политической деятельностью. Перевод в Киев рассматривался как этап подготовки к окончательному отъезду.
отъезду, переезд в Османскую империю. В 1869 году имам Шамиль получил разрешение выехать в хадж. И вместе с семьей отправился в Турцию. А почему не в хадж сразу, не в Мекку? Где его встречали как героя борьбы против России. Правда, перед тем, как сдался Шамиль Калужский, от чеченцев осталось 6%. От 2 миллионов чеченцев осталось 120 тысяч. Всех остальных не встречали так, вероятно. Только вот Шамиля встречали. Он остановился в Стамбуле, принимал участие в приемах, встречался с османскими военными и религиозными деятелями. Затем отправился на паломничество в хадж. По официальной версии, 4 февраля 1871 года, по другим данным, в конце января, умер в Мекке и похоронен, как считается, на кладбище Джаннат аль-Му'алла, рядом с родственниками пророка Мухаммада. Однако до сих пор это, может быть, вызывает споры, и, скорее всего, может быть, это обычная легенда. Чтобы больше имам Шамиль не возвращался в Россию, а остался в своей родной Турции. Имам Шамиль очень хорошо говорил на турецком языке и имел тесные контакты с турецкими представителями. После того, как Шамиль имам Калужский сдался в плен, за это время он ни разу не помог тем оставшимся чеченцам, дагестанцам, лезгинам, аварцам, ингушам, которые были под его началом. Он никого не спасал из тюрем, никому не относились так, как относились к нему, к его мюридам, к его солдатам, к его воинам, которые под его знаменем, под его предводительством погибали. Поэтому имам Шамиль является имамом калужским, и никакого геройства он не может для чеченцев и для кавказцев представлять. Как сообщается, он завещал не оказывать сопротивления России и жить под властью царя. Всего самого хорошего. До свидания. Всем тем, кто мне пишет там гадости, там что-то, какие-то там комментарии, вы мне возразите на те факты, которые я говорю. А то, что меня вы тут оскорбляете, там пишите комментарии, выйди на связь там и так далее, это ровным счетом ничего не решает. Я выходил со всеми на связь, и почему-то никаких дальше, кроме болтовни, не было. Поэтому смотрите, и если будете писать мне еще гадости, я все вашей маме расскажу, которую очень хорошо знаю. Всего хорошего. Все будет Ичкерия. Нохчих ам динду. Ассаламу алейкум.